На канале ГРТ стартовал новый уникальный проект, и в рамках сегодняшней программы мы, уважаемые телезрители, вам об этом расскажем. Здравствуйте, я Алена Терзи, приветствую всех вас у экранов канала ГРТ. Как я уже отметила, новый проект, уникальный проект. Уникален он тем, что впервые делается на общественном канале Гагаузия радио телевизиону. И хочу отметить, что данный проект связан с дубляжом, переводом документальных фильмов. Реализуется этот проект с помощью датского фонда VY, и сняты все эти документальные фильмы журналистами компании BBC. Первый фильм, уважаемые телезрители, мы уже с вами просмотрели. Я надеюсь, что ваши отзывы мы услышим, увидим. И хотелось бы сегодня подробнее обсудить данную работу с нашими гостями в студии. Над данным проектом работает очень большая команда общественного канала ГРТ. И я рада приветствовать, коллеги, всех вас сегодня в студии. Галина Моресева, главный редактор радио общественной компании Гагаузия радио телевизиону. Здравствуйте, Галина Ивановна. Здравствуйте. Валентина Чубан, журналист общественной компании Гагаузия радио телевизиону. Майя Садович, журналист общественной компании Гагаузия радио телевизиону. Дмитрий Константинов, музыкальный редактор общественной компании Гагаузия радио телевизиону. И у нас сегодня в гостях присутствует руководитель неправительственной организации «Веста» Антонина Волкова. Добрый день, Антонина Ивановна. Здравствуйте. Итак, господа, мы все вместе просмотрели этот фильм. Впечатления, конечно, очень такие трепещущие, на самом деле очень серьезные впечатления. И насколько актуален, насколько задел нас этот фильм, мы сейчас с вами об этом поговорим. Галина Ивановна, непосредственно первое слово к вам. Как удалось привлечь такой проект на наш канал? Как работалось? Ну, во-первых, хочу сказать, что документальные фильмы — это особый жанр, потому что они основаны на фактических материалах, они реалистичны, они познавательны. И общественная компания ГРТ за годы своей деятельности не раз снимала документальные фильмы, но это был наш собственный продукт, это был наш собственный контент. Нам никогда не приходилось озвучивать на гагаузский язык документальные фильмы. И тут важно отметить, что это впервые подобного рода проект, в котором участвует ГРТ, который реализуется у нас в компании. Но реализуем мы этот проект при поддержке Агентства по международному развитию и USAID, которые, так скажем, предоставили нам такую возможность участвовать в этом таком объемном, таком интересном проекте, в котором мы никогда еще до сих пор не участвовали. И сегодняшний фильм «Солнечные мамы», который мы все вместе увидели, он дал старт тому циклу документальных фильмов, которые нам предстоит показать нашим телезрителям. Всего их будет примерно 12 документальных фильмов, может даже больше. Это все зависит от того, как мы будем вкладываться в сроки, которые нам для этого предусмотрены, и, конечно, от того потенциала, который есть у нас сегодня в компании, а он у нас сегодня в компании есть. Скажу, что эти фильмы отсняты журналистами BBC, вы, Алена, в начале программы отметили. В самом деле каждый из этих фильмов имеет свою уникальную историю, и каждый основывается на какой-то конкретной проблеме. Это и по правам людей, это и призывающие документальные фильмы беречь окружающую среду. То есть и этот фильм «Солнечные мамы», мы видели, что этот фильм о правах женщин, о их праве на образование, о их праве на достойную жизнь. И все эти документальные фильмы сняты в разных странах. Это и Иордания, это и Украина, это и Китай, это и Исландия. Ну, этот фильм, как мы видели, что он был снят в Иордании. И это можно сказать, что каждый этот фильм, ну, то есть каждая эта страна имеет свою культуру. И там люди имеют свой смысл жизни, имеют свои нравы и традиции. И не зря этот цикл называется «Истории о мире и обо всем мире».
Ну и я уверена, что и сегодняшний фильм, и все последующие будут очень увлекательны для наших телезрителей, потому что он звучит на наших местных языках, то есть он дублирован, озвучен на гагаузском языке, титрирован на государственном языке. Сложность заключается в том, что вообще сам текст первоначально он предоставляется нам на английском. И нашему коллективу предстоит с английского перевести на русский, потом на гагаузский, потом на государственный язык. Это очень такой сложный и емкий процесс, который, легким его не назовешь. И это однозначно. Но мы справились, как говорят, первый блин комом, но я скажу, что у нас совсем не первый блин не комом. Мы довольны результатом своей работы, довольны результатом работы эксперта, которые нам помогали в этом. У нас работал на протяжении почти недели эксперт Хоря Салажан, который нам помогал, который нас поддерживал, который нам помогал, как всю эту работу сделать более системной, облегчить нам. Потому что у нас был опыт, допустим, озвучивания на гагаузском языке, но это мультипликационных фильмов, и это мы делали, можно сказать, вслепую, вручную, а теперь более такой процесс, который мы обучаемся в ходе этой работы. Я думаю, что это нам очень будет полезным для того, чтобы мы в последующем свой эфир делали более интересным, более разнообразным и более увлекательным. Говоря о полезности в свете того, что сейчас законодательство требует, чтобы новости были протитрированы, фильмы были протитрированы, это дополнительный бонус для всех наших коллег. Такая возможность. Однозначно. Мы не раз в последнее время в эфир ГРТ выходили и программы, и новости, где мы анонсировали, где мы рассказывали подробно об этом проекте. И действительно есть проблемы в законодательстве, которые компания ГРТ должна соблюдать, иначе мы рискуем остаться без лицензии, если мы не будем соблюдать нормы, которые указаны в нем. И участие в этом проекте нам дает возможность именно идти в ногу с законом. Галина Ивановна, у меня, когда я просмотрела сейчас этот фильм, у меня возник вопрос, не случайно ли или случайно ли был выбран именно этот фильм первым, потому что в фильме на самом деле говорится о том, что каждый человек имеет право на образование, но, по-моему, здесь в данном фильме, учитывая нравы Иордании, здесь речь идет еще и о праве быть женщиной. Быть матерью, да, быть женой. Я хочу сказать, что это не специально был выбран именно этот фильм. Так получилось, что мы начали именно с него. Как это получилось, сейчас я, конечно, не помню и не могу сказать, но я думаю, что тот факт, что мы начали именно с него, это очень удачно. На самом деле, я уже сказала и повторю, что над дубляжом этих фильмов была проведена очень серьезная и большая работа, техническая работа, очень большая команда днем и ночью в буквальном смысле работала над озвучкой, над переводом, над монтажом этих фильмов. Я сейчас попрошу наших коллег, чтобы они показали фрагменты, как это происходило, и мы после этого продолжим нашу беседу с нашими гостями. А ну-ка еще раз. Еще раз смотрим. Нечisi istemiyorsunuz gitme. Bu bir yüzünden görelim. Hani 6 aydan sonra дальше. Bu köy Yordan Irak sınırından. Давай еще раз. Продолжаем. Дальше читаем следующий фрагмент. Bu köy Yordan Irak sınırından 1 kilometre uzaktan bulunur. Sihte öğrenmedik karı Yordanya'dan injener olacak. Так, Аля, сейчас я найду. Хорошо. Benim adım Refiye Anat. Ben yaşarım böyle bir çadır içinde. Ama Вот здесь нужно дописать. Kardeşler hem kız kardeşler, India'da ben öğrendim güneş teknolojisini. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. И Валентину мы только что увидели на наших экранах.
Главная героиня этого фильма — это девушка, женщина, которая имеет уже 5 детей. Арафея ее зовут. Валентина, насколько сложно было, я даже не скажу, озвучить этот фильм. Ты прожила ее жизнь, и это было видно по тем манерам, по тем чувствам, которые ты выдала, озвучивая. И я была очень удивлена на самом деле, потому что только мать может с такой интонацией озвучить «Не плачь, Ну, я вернусь». Если честно, результату удивлена и я сама своему результату, но скажу, что такого результата можно достичь только в команде, который нацелен на успех. И вы спросили у Галины Ивановны, почему именно этот фильм был выбран первым. Мне кажется, это просто интуиция, которая нас не подводит, и чисто интуитивно Галина Ивановна предложила мне озвучить главную героиню. Мне кажется, мне удалось прочувствовать ее судьбу и озвучить именно с той интонацией, которая должна была быть в этом фильме. Я в ней увидела где-то себя в каких-то ситуациях. В каких-то ситуациях я увидела свою маму, которая тоже была вынуждена уехать не на обучение, но на заработки в Россию. В принципе, в этой ситуации и сегодня находится большая часть нашего населения. Это важная работа. Может, кто-то из тех критиков, называют нами диванными, скажут, зачем нам этот фильм, зачем тратить такие усилия на озвучку. Действительно работали и днем, и ночью. Мы переводили ночью, в дни работы, озвучивали уже вечером после работы. Кто-то скажет, что это Иордания, это так далеко, каким образом это нас касается. Нет, касается. Причем очень и затрагивает струны души очень сильно, на мой взгляд. И я благодарна за эту возможность, я благодарна судьбе за то, что нам удалось это сделать. И следующие фильмы, думаю, тоже будут эмоциональными и тоже приведут нас к каким-то выводам. С какими сложностями вы лично столкнулись? Сложности озвучить первые фразы, потому как мы с коллегами каждый день работаем над новостями, мы работаем с информацией, и это один тон, одна интонация, одна манера говорить, один голос. Тут все иначе. И не так-то просто выдавать эмоции, когда ты не имел дела с актерским мастерством, или я даже кружков таких не посещала в школе. Это было сложно, но действительно важно было поставить себя на место этой героини, и вот результат. Я бы хотела дополнить, если конечно. можно. Валентина сказала, что она увидела себя. Я могу сказать с уверенностью, что многие женщины в этом фильме, несмотря на то, что события в самом деле проходят в Иордании, но те проблемы, те сложности, с которыми сталкивается героиня этого фильма, процентов, наверное, 25 женщин нашего региона, нашей страны сталкиваются. Поэтому я думаю, что особенно что касается защиты их прав, и в первую очередь защита прав на достойное образование, на достойную жизнь — это самое главное, к чему они стремятся. И хотят, чтобы их семьи и дети жили в достатке, чтобы вышли из бедности. То есть очень актуальный фильм и для нас он тоже. Да и к тому же не так давно гагаузский народ был сравнимо в таких же условиях, когда женщины были на порядок ниже в социуме, нежели мужчины. Им тоже приходилось отстаивать свои права, свое право водить автомобиль, свое право быть руководителем какого-либо учреждения. Сегодня картина иная, и это прогресс большой. Вы сказали, что вы где-то нашли себя, где-то видели свою маму. Вот я, когда сейчас просмотрела этот фильм, я сразу вспомнила про свою бабушку, потому что на самом деле все наши бабушки сколько образований имели? 2-3 класса. И даже подпись не умели толком, ставили пальцем, когда говорили подписаться, палец прикладывали и все. То есть насколько это близко к нам, несмотря на то, что мы живем уже в современном обществе, и как бы судить нам сейчас об этом, имея по 2-3 высших образования за спиной, на самом деле... Но если говорить о нравах и традициях этой страны, то у них до сих пор по культуре бедуинов женщина больше 4 классов не имеет права учиться. То есть героиня, так скажем, героически, извините за тавтологию, совершила героический поступок. И тут речь не только об образовании, сколько речь о том, что женщине важно принять решение. Она ответственна за все, что происходит в ее жизни. Она несет ответственность за своих детей, а их у моей героини немало, 5 детей. И
Она принимает волевое решение. Эти обстоятельства вынуждают ее быть сильной. Причем борясь с собой, с внутренними своими чувствами материнства, с чувствами просто быть в тепле, в комфорте и уюте со своими детьми, она выбирает вот такой вот путь. И успешный путь. Телезрители, которые не смотрели, не успели просмотреть, для них вот такая вот интрига. Будет возможность еще раз посмотреть. Дмитрий, я хочу к вам обратиться. Вы, Галина Ивановна уже сказала, компания имела такой опыт, работали не раз над дубляжом мультипликационных фильмов, имели такой проект, но это совсем другое на самом деле. Это совсем два разных проекта, это небо и земля, можно сказать. Как вам работалось в этом проекте и разницу, какую вы ощутили между дубляжом мультипликационных фильмов и дубляжом документального фильма, вот с точки зрения технического вот этого аспекта? Ну, скажу так, что да, хорошо, что мы, во-первых, работали над мультфильмами в свое время, потому что был все-таки накоплен какой-то опыт, который помог при работе с сегодняшним проектом, который продолжается. И как оказалось, вот говорила Галина Ивановна, что был эксперт, который обучал нас, то есть показывал, как сделать работу более быстрой и по времени, и чтобы сил меньше было затрачено на это. И как оказалось, вот для себя лично я понял, что мы все-таки в какие-то моменты работали не так, как уже работают, ну, действительно студии дубляжа. И здесь мне понравилось, что все-таки к своему опыту удалось еще прибавить еще много новых знаний. И, конечно, мультфильмы — это тоже классно, но здесь действительно уже совсем другой подход, и мне понравилось работать еще потому, что можно узнать, действительно просмотреть новые документальные фильмы, потому как они основаны на реальных событиях, и, допустим, если бы я по телевизору просто увидел бы фильм, возможно, я бы переключил. А здесь, работая с фильмом, все равно, хочешь не хочешь, ты тоже этот фильм смотришь, проживаешь, ты понимаешь, о чем он, какие проблемы он поднимает. И мне кажется, что нашим телезрителям тоже было интересно. И плюс ко всему, да, что фильм на гагаузском языке, и думаю, что его должны были понять все. Ну, на самом деле, на твоих плечах была очень ответственная работа, потому что мне удалось пару реплик буквально озвучить в этом фильме, но с этими пару репликами сколько мы мучились, да, максимальное количество дублей, которые тебе пришлось чистить, очищать, сколько да, было? Работы действительно много, но, опять же, обучение прошло успешно, и теперь мы делаем намного больше работы, затрачивая меньше времени. И вот теперь у нас, ну, можно сказать, почти полноценная студия дубляжа. То есть она пока при радио, конечно, было бы хорошо еще отдельно иметь, но тогда мы бы смогли сделать очень много работы. И ну, все старались, все актеры озвучания старались и старались сделать меньше ошибок. Поэтому все-таки без них никуда, но это было и смешно, и в каких-то моментах очень смешно. Ну, в итоге все получилось здорово. И как отметила Валентина, это были не профессиональные актеры, были и профессиональные среди них, но в большинстве. Да, но в итоге все равно получилось очень здорово. То есть каждый старался войти в эту роль и передать ее максимально правдоподобно. И опять же, это тоже опыт для каждого, кто озвучивал на будущее. Да, а я хотела бы еще сказать, что, ну, наверное, компания ГРТ придет к тому, как Дмитрий сказал, что сейчас мы это делаем в студии радио, но компания придет к этому со временем, что у нас будет свой департамент по дубляжу фильмов, не только документальных, не только мультипликационных, но и художественных фильмов. Я думаю, что это реализуемый проект, и тем более у нас уже опыт в этом направлении есть, и все благодаря нашим партнерам международным. Мы надеемся, что этот департамент будет не только по дубляжу, но вообще по производству документальных и художественных фильмов. Да, я хотел добавить, что вот я смотрю другие каналы, опять же, с законом о том, что нужно все титрировать. И, это хорошо, когда смотришь, да, на оригинальном языке, если это на русском, на понятном, и титры читаешь. Но вот, допустим, я видел, что многие страны же берут, ну, те же голливудские фильмы и переводят на свой язык, и это же очень классно смотрится. Поэтому я думаю, что в будущем хотелось бы иметь возможность тоже современные фильмы переводить
переозвучивать, дублировать на гагаузский язык и показывать так. Переводить, про перевод хочу немножко поговорить. Майя Садович очень кропотливо работала и работает над этой частью проекта. Мы видим, что Майя Григорьевна тоже днем и ночью сидит и переводит, потому что на самом деле работа очень объемная. Фильм оригинал на английском, нужно переводить на русский, потом на государственный, с государственного или с русского на гагаузский, чтобы сотрудники, которые не владеют государственным языком, чтобы они смогли передать смысл того, что вкладывает актер. Майя Григорьевна, как вам работается с данным проектом и в чем сложность для вас лично? Ну, во-первых, я скажу, что у нас был очень хороший, опытный международный тренер, господин Хорис Салажан, который инструктировал нас, как нужно работать, который объяснил нам, как нужно начать работать над переводом этих документальных фильмов. И в первую очередь он нам сказал: вы посмотрели фильмы, вы должны их посмотреть, вы должны прочувствовать каждого героя этого фильма, вы должны понять, о чем этот фильм, прежде чем начать перевод. Конечно, мы так и делаем, мы просматриваем, если что-то непонятно, просматриваем еще раз этот фильм. Первый фильм, конечно, для нас подался очень, так, я бы сказала, сложно, потому что он посмотрел перевод мой с русского и сказал, что: Майя, не будешь переводить с русского, ты будешь переводить с английского языка. Конечно, у меня началась паника, как я буду переводить с английского языка, когда я, если взять в процентном отношении, я, может, там 5% знаю английский язык, будешь переводить с английского языка. Конечно, я работаю с Google переводчиком, и иногда перевожу каждое слово, и уже, смотря фильм, и смотря и русскую версию, уже составляю перевод на румынском языке. Тренер сам из Румынии, он проверяет каждый наш перевод, смотрит, чтобы были все знаки препинания, пунктуация, чтобы была соблюдена, все как нужно по международным стандартам. Конечно, это очень большой опыт для нас, и смотря этот фильм, конечно, мы прочувствовали, с какими проблемами сталкиваются женщины в мусульманских странах. Меня поразила, например, это главная героиня этого фильма. Поразила ее вот эта целеустремленность, ее желание учиться, потому что проект, в котором она попала, это проект был для необразованных женщин Иордании и для необразованных женщин мусульманского мира. И когда они поехали учиться в Индии, что меня поразило, потому что они там начали произносить слова и на индийском языке. Первое слово было их не намасте. И думаю, разве не могут произносить на индийском языке, что мы не сможем переводить с английского языка. И кроме этого, даже там преподаватель начал им преподавать на английском. Они вместе произносили эти слова и на английском языке, учились, потому что они потом становятся специалистами солнечной энергии. И начали учить и английский язык там. И кроме этого, для них тоже было очень важно, потому что они были очень безграмотны, даже писать не могли. Да, и потом они первое тоже... время прям не Да, писали, а у них, срисовывали буквы на тетрадках. Да, у них там какие-то непонятные какие-то были буквы, но потом они уже тоже научились писать. Ну, конечно, я чуть раньше вот работала с Димой и с Галиной Ивановной, мы переводили мультипликационные фильмы для детей, но там было немножко легче, здесь сложнее. Но мы стараемся, работаем, есть и над чем еще, есть еще много фильмов, которые тоже нужно переводить. Большая работа, переводим мы после работы, сидим ночью, переводим, проверяем, редактируем. И мне немножко сложновато, потому что в компании нету, например, еще моих коллег, которые мне могли помочь даже в редактировании этого фильма. Ну, я благодарна моему тренеру, потому что Хорис Салажан, если мне что-то непонятно, он все время... Пишите, я вам помогу, и если я прошу там что-то просмотреть, конечно, он нам помогает, и
и оказывает помощь. Ну, думаю, что мы справимся с этим. Ну, я бы фильмом. хотела добавить, что в самом деле Майе Григорьевне достался очень сложный фронт Один из работы, самых, да, сложный объемных. фронт работы, потому что это титры, это и грамматика, это все, оно видно, оно на экране. И, как Майя Григорьевна сказала, допустим, у нас в компании, ну, большая часть сотрудников русской, гагаузской говорящие. На государственном языке мало кто у нас делает программы, мало кто пишет, поэтому ей особо сложно работать в этом направлении. Мы, например, гагаузы, если даже сталкиваемся со сложностями перевода, мы это обсуждаем между собой, спрашиваем совет, прослушиваем, выговариваем, как это все-таки правильнее сделать, правильнее сказать, потому что нам важно, чтобы не исказить смысл того, что происходит на экране. Ведь, я как сказала в начале, оно проходит несколько переводов, и когда такой процесс, он обязательно где-то вот приводит к искажению. Для нас было важно все перенести и эмоции, перенести и идею создателя этого фильма, все, чтобы для наших телезрителей было слушать интересно это, и тем более на своем местном языке, и на гагаузском, и на государственном. То есть у нас, я надеюсь, что будет много телезрителей благодаря этому, потому что язык на двух языках, на одном озвучен, на другом титрирован, это очень принципиально важно. Галина Ивановна, вы сейчас сказали о том, что мы очень тщательно все проверяем при озвучке. Я хочу сказать, что я сама не участвовала в переводе данных фильмов, но я вижу, как девочки, которые переводят на гагаузский язык, не совпадают слова. Допустим, фраза на английском, она короче, чем та же самая мысль на гагаузском. И девочки подходят, спрашивают, а подскажите, как вот здесь сделать, ну давайте чуть-чуть укоротим, слишком длинно получается, надо выразить именно вот эту мысль. То есть работа на самом деле очень кропотливая и очень сложная. Нам даже по ходу озвучки уже мы много чего меняем, потому что, ну, смотрим, как бы это было бы лучше, как бы это звучало бы лучше, как это как бы было бы интереснее для наших зрителей. Поэтому работа еще продолжается по переводу даже во время уже озвучивания и титрирования. Очень хорошо, что мы сегодня пригласили руководителя неправительственной организации к нам в студию. Она как своим опытом и экспертным взглядом нам сейчас расскажет, как обстоят вообще дела у нас в Гагаузе. Мы говорим, что нам легко сейчас обсуждать этот фильм, потому что за нашими плечами ни одно высшее образование, и проблем, по сути, никогда не было с этим. Только вот я упомянула, что были бабушки наши, которые не имели возможности тогда обучаться. Встречаются ли такие нравы сегодня еще в гагаузском обществе? Отличается ли женщина сельская, допустим, от городской? Имеют ли они доступ к образованию? И вообще, если они не имеют, хотят ли они иметь этот доступ? Ну, вообще большое спасибо, что меня пригласили. Меня очень порадовал этот фильм тем, что это, вы знаете, очень, очень яркий такой пример, что если женщина захочет, она может своего добиться. Но это очень важно, ей принять вот это решение и быть решительной, быть, ну, как бы не отступать от своего решения. И я хочу сказать, что вот наша организация уже 24 года работает. И когда мы только начали работать, действительно была очень большая разница наши гагаузские женщины в городе и гагаузские женщины в селе. Было у нас очень много именно вот таких больших семей. И я помню, что, например, это примерно 2003-2004 год была одна семья в Кангазе, где было 9 детей, и женщина, она открыла свой магазин. И вы знаете, конечно, это было ее решение согласованное со своим мужем, но там, если бы вот дети не помогали, и если бы она не готова была еще и учиться, и получать информацию о том, как это лучше сделать, то, конечно, ей было бы очень трудно. И если только в начале 2000-х годов мы в те программы, которые мы приглашали женщин для того, чтобы они получили дополнительные навыки, чтобы они попробовали открыть свое дело, для того, чтобы они
определились, кем они хотят вообще в жизни стать, какое образование они хотят получить, то, конечно, было много очень похожего на то, что вот в этом фильме. То есть мне мама не разрешает никуда поступать. Муж не разрешает? Я пойду в колхоз. Мне муж говорит, что ты вообще не должна работать. То есть мы с этим сталкивались в начале 2000-х, и это было очень ярко, и очень много, значит, вот если тогда даже вот такие фильмы были, это было, ну, как вот лучшие практики, говорят, конечно, тогда женщинам было бы легче, увидев чей-то пример, тоже так же поступить. Но если мы говорим сегодня, уже в Гагаузии очень много женщин как в селе, так и в городе, которые готовы принять решение свое, готовы его отстоять, но не... И еще очень что хорошо, что в Молдове в этом плане очень хорошее законодательство. То есть законы Республики Молдова дают равные права мужчинам и женщинам, но, естественно, одно дело де юре, другое дело де факто. И не всегда еще сегодня женщины могут себе позволить выбрать то образование или пойти на такую работу, которую вот они хотят, потому что есть еще мужчины, которые этому противостоят и запрещают. Мы с этим тоже сталкиваемся, но очень много у нас успешных женщин. И вот мы, когда проводим семинары по обучению, и среди мотиваций, почему девушки наши, почему женщины хотят получить дополнительное образование, они пишут, что мы хотим свою мечту реализовать. То есть вот я решила, что я выберу вот ту профессию, какую я хочу. Я хочу этому научиться, потому что у меня есть дети, которым я должна быть примером. Потому что я хочу, чтобы они тоже в своей жизни тоже сделали выбор сами. Антонина Ивановна, а если говоря о возрасте, мы можем сегодня какую-то, не знаю, статистику или пример привести, потому что героиня нашей сегодняшней, нашего первого фильма довольно-таки состоявшаяся уже женщина, как мать, как жена, у нее 5 детей, и как бы имея 5 детей на руках, не каждый легко решится оставить их с мужем, который шантажирует тебя с одной стороны, и уехать в другую страну, чтобы получить образование. У нас есть такие вот возрастной, вот женщина, имеющая сегодня 3, 4, 5, решается получить образование? Да, Майя, да, Майя, Я если хочу хотите. сказать, что она очень молодая женщина, хоть у нее 5 детей, но ей только 32 года, и у нее вся жизнь впереди. И поэтому она довольно молодая, поэтому она подумала о своих детей, подумала о том, чтобы открыть свое дело и иметь свое собственное, она мечтала о том, чтобы иметь свое собственное дело. Кроме того, она хотела сломать эти устои бедуинских общин, потому что в этом фильме они жили в этих палатках, бедуинских палатках, практически без света. И то, что вот поразило, и даже наш тренер все время сказал: посмотрите на этих мусульманских мужчин, какие они лентяи, как они постоянно целыми днями только лежат. И вот у него помощи не было, потому что она была у него 2-я жена, и он мечтал иметь еще и 3-ю жену. Практически она не имела никакой помощи от него, поэтому только так как мужчины там властвовали, вот, что они выше, чем женщины, и даже они, когда поехали учиться, они поехали в сопровождении одного из мужчин этой общины, потому что женщина по мусульманским законам не имеет права выезжать за пределом страны не в сопровождении мужчин. Поэтому, наверное, ее целеустремленность. Молодая женщина, 32 года. Это, я считаю, что это очень молодой возраст для того, чтобы реализовать себя.
Ну, По нынешним меркам уже состоявшаяся женщина. Но Если я так. хочу сказать, что такое негативное явление, когда все на плечах женщины, к сожалению, есть и у Встречается. нас, да. И героиня фильма вначале говорит своим детям, что не плачьте, я уеду, я получу образование, и когда я это сделаю, я смогу построить дом. И в конце она все-таки строит дом и даже устанавливает солнечные Солнечные батареи, и у них в доме свет появляется. Ну, это очень трогательно. Я считаю, что это очень символично, потому что она поставила себе цель внутри себя, а потом просто озвучила эту цель, тем самым дав обещание своим детям, что обязательно достигнет этой цели. Она проговорила, она пообещала, и тут уже не было у нее других вариантов, кроме как достичь эту цель. Да и в свете последних событий, я имею в виду энергетического кризиса, данный фильм, ну прям точку Галина Очень Ивановна актуально. выбрал. И не поступят ли звонки от наших телезрителей? Мы тоже хотим пройти такие курсы в Индии, в Иордании. Я, насколько Это уже знаю, как бы не организация Веста информирует наших женщин о том, какие они могут пройти образовательные курсы. Да, и сейчас я хочу сказать, что есть возможность такая, потому что есть специальные программы именно для женского предпринимательства. Я понимаю, что молодежь наша, да, как мужчины, так и женщины, хотят заняться своим делом, и есть программы грантов даже для поддержки молодежного предпринимательства. Но на сегодня есть такая возможность, и очень фокусируется внимание на развитии именно женского предпринимательства. Сейчас даже в Молдове был создан совсем недавно, вот год назад, альянс по продвижению женского предпринимательства. Мы тоже являемся членами этого альянса. И одна из проблем, которые, вот, кстати, там рассматриваются, та женщина, у которой много детей, есть маленькие дети, она не хочет прерывать свою трудовую деятельность из-за того, что вот, из-за рождения детей, то рассматриваются вот такие адвокационные кампании, ну, кампании по продвижению прав женщин, чтобы работодатели обустраивали специальные комнаты для детей, чтобы мама пришла на работу, а ребенка она отдала в детскую комнату специально, где работает специальный персонал. Если и сегодня у нас есть такой проект, и женщины очень активно в нем участвуют. То есть женщины, которые хотят открыть свое дело, молодые девушки. Вот вы спрашивали по возрасту. Сейчас очень многие молодые девушки, они уже готовы принять решение. Они знают, на кого они хотят обучаться. Ну, может, спасибо еще и интернету тоже. Но уже нету такой большой зависимости, вот как это было в начале 2000-х. И нет большой разницы, сельские девушки или городские. И по тому, чтобы заняться, ну, то есть выбрать свою профессию, обучиться, они очень мотивированы, и очень наши девушки и женщины очень стараются. Хотя сейчас мы говорим еще о том, что люди в возрасте, они тоже, им тоже это интересно, есть отдельные специальные программы для них тоже. Но вот сейчас мы как раз вот будем набирать девушек и женщин, которые, в том числе, кстати, и переселенцев с Украины вынужденных, вот, которые хотят научиться принимать решения. И первые модули это как раз будут направлены на психологическую подготовку, ну, как бы, чтобы они были мотивированы, чтобы они не боялись, чтобы они научились принимать решения. Фильм очень ярко эту проблему высвечивает. А востребованы такие курсы, вот эти курсы? Люди обращаются, женщины обращаются к вам за такими курсами? Женщины обращаются, но не так активно, как бы хотелось. Может быть, потому что, вы знаете, когда мы раньше продвигали волонтерство, тоже очень мало кто начинал, потому что не знали, что это такое. Это было впервые, как это. Сейчас уже все знают, что это такое. Сейчас занимаемся женским предпринимательством, продвижением женщин, и как в политике, так и в бизнесе. И постепенно вот эта мотивированность усиливается, и все больше девушек. Но надо объяснять, надо рассказывать об этом. И вот такие программы, как вот это, конечно, это большое подспорье.
Я вообще считаю, что этот фильм не просто на ГРТ нужно транслировать часто, но и вот такие организации, когда создают такие курсы, они должны показывать, потому что это на самом деле очень большая мотивация для всех женщин, имея 10 детей, одного ребенка, не знаю, школу окончила, на самом деле очень серьезный пример. Но фильм не только ограничится тем, что мы его покажем на экране. Вот мы его сегодня продемонстрировали, в субботу, в воскресенье обязательно будет повтор этого фильма. Кроме того, мы его обязательно разместим на сайте ГРТ. Мы обязательно, во-первых, хочу поблагодарить датскую компанию, которая нам любезно предоставила лицензионные права на этот контент, на эти документальные фильмы, потому что это очень важно для того, чтобы законно проводить свою работу, то есть не нарушать. Обязательно должен быть договор с правообладателями. Мы это соблюли, и мы благодаря этому фильму в самом деле, во-первых, смогли увеличить свой контент на телевидении, ведь насколько обратили внимание наши телезрители, в последнее время у нас с экранов исчезли документальные фильмы, вернее художественные фильмы, потому что все они требуют по закону, должны титрироваться на государственном языке, а для этого нам, естественно, нужны дополнительные ресурсы. И вот благодаря участию вот в таких проектах мы опять-таки сможем сделать наш эфир более привлекательным. Я не могу не задать еще один вопрос Дмитрию. Он один представитель сильного пола у нас сегодня в студии. Как для вас лично, Дмитрий, вот прошла работа, я имею в виду эмоциональную составляющую? Вот совсем ли, что говорят сегодня в этой студии женщины, вы согласны как мужчина? Смотрите, я так скажу, что я как раз хотел добавить, что вот смотря этот фильм, насколько вот в начале главная героиня, уезжая от детей, насколько она выглядит, наверное, несчастной. Из-за того, что покидает дом, да, из-за того, что дети остаются, и в целом из-за ситуации, в которой она находится. И радостно смотреть, как она менялась по ходу фильма, и какой она счастливой возвращалась домой, и воодушевленно всем рассказывала, как вы тоже можете обучиться, что у вас получится. И, в общем, вот она стала таким вот мотиватором для всех других женщин. И я считаю, что, конечно, это все правильно, и так, наверное, должно быть. И еще вот момент, я почему-то подумал, что вот когда я был маленький, еще вот в то время, я не помню, 2000-е, наверное, года, когда многие женщины уезжали на заработки, кто в Турцию, кто куда. И вот я как-то еще детским умом не мог понять, а почему женщины едут. То есть, казалось бы, мужчина, он сильнее, он должен поехать, обеспечить. Вот. Но сейчас я смотрю на эту проблему, конечно, по-другому. Но все же, я считаю, что, конечно, право на образование и на работу должно быть и у мужчины, и у женщины одинаково. И если женщина хочет, то почему бы и не попробовать, и не достичь своих целей. Конечно, мужчина, если он будет еще и при этом помогать и во всем содействовать, то это вообще идеальная картина, наверное. Идеальная модель общества. Галина Ивановна, вы сказали, что 12 фильмов будет. Более 12 фильмов. С какой периодичностью они будут выходить? И следующий фильм, когда ждать нашим телезрителям? Они будут в выходные дни, в субботу и воскресенье. Теперь вот сегодня у нас стартовал первый показ «Солнечные мамы», мы его показали. Следующий фильм у нас будет в следующую субботу, тоже в 19:00. Название фильма будет «Кока-кола. Пластиковые обещания». Это про экологию. Я хочу тут еще внимание обострить на том, что, если заметили наши телезрители, этот фильм, в нем нет ни одного закадрового текста.
То есть тут все На настолько живом реалистично, общении. да, настолько вот история женщины, история семьи, история этой проблемы, вот на протяжении около часа рассказывается, переживается, как там она прощается вот с родными, близкими, как с детьми, как она переезжает в Индию. Ну, то есть это потом режиссер смог это вывести в одну цельную картину и довести смысл без единого закадрового текста. Это тоже очень Это сложная очень работа. сложно, архисложная Да, это задача. очень сложная работа. Следующий фильм это уже в жанре журналистского расследования. То есть почему мы сталкиваемся с такими проблемами, что связано с пластиковыми отходами. Тоже очень интересный фильм, он настолько динамичный, настолько тоже интересный по-своему и сложный по-своему. Поэтому я думаю, на этом я перестану рассказывать о нем, для того, чтобы нашим зрителям Сохранить было интригу надо. интересно. Но и каждый фильм имеет свою определенную тематику, каждый фильм имеет свою определенную тему и проблему, где авторы этого произведения, так я не побоюсь этого сказать, пытались показать зрителям о том, где и с чем сталкиваются люди в разных странах. Про экологический... Этот фильм, насколько я поняла, будет связан с экологией. Да. И у нас сегодня, еще раз подчеркну, уникальный гость, который имеет отношение не только к правам женщин, но и к экологии. Насколько сегодня важно поднимать такие проблемы, Антонина Ивановна? Ну, если мы сегодня не будем поднимать проблему, например, с использованием пластика, да, вот как я поняла, то скоро пластик нас полностью поглотит. Потому что если еще наши бабушки, да, и дедушки, у них не было практически отходов, потому что то, что были какие-то пищевые отходы, это шло скотине, да, остальное все сжигалось в печке, то на сегодня настолько большая проблема с пластиковыми отходами, поэтому мы вот инициировали такой проект и по закупке пресса для пластика, и специальные контейнеры, и широкая информационная кампания, чтобы люди все-таки понимали опасность использования пластика, опасность его такого большого производства, большого количества. И если мы сегодня не остановим это, конечно, условия, в которых мы будем жить завтра, будут намного хуже, чем они были вчера. Каждый фильм, который будет продублирован, озвучен, он имеет вот такой вот глубокий смысл. Первый — об образовании, о правах женщин. Второй — об экологической ситуации нашей планеты. И так все фильмы имеют такую вот глубокую Да, есть, концентрацию. допустим, фильм про Исландию, где там по их традициям в пищу употребляли китовое мясо. Но из-за того, что там истребляли чаек, мясо уже становится не таким полезным. То есть это тоже вот о еде, о пище. И тоже, ну, мы заглядываем очень далеко вперед. Давайте Но этим самым Да. мы мотивируем наших телезрителей Да, смотреть есть, канал и следить за тем, с какой периодичностью будут выходить Есть эти и про фильмы. образование. Вот фильм, съемки проходили в Китае, и там насколько тоже люди, которые живут за чертой бедности, и насколько сложно им получить в этой стране образование, особенно молодежи. Ну, то есть давайте мы, когда подойдем к следующему фильму, завершим работу над ним, покажем, тогда мы более объемно и подробно расскажем. Хочу вернуться к Валентине. Валентина, самое сложное, что было в этом фильме? В плане озвучивания имеете в виду, либо, не знаю, моментами было действительно сложно, но опять же, один дубль, второй дубль, и в итоге общее решение принималось, что удалось произнести фразу с той интонацией, которая нужна и важна. Но фундамент всего этого закладывается переводчиками. И если молдавский текст мы видим на экране, то гагаузский, тут наша коллега Наталья Андрееш постаралась, и особенно диалоги, где моя героиня беседует со своим мужем, который, по сути, лежит на диване и ничего не делает, и лишь препятствует развитию своей жены. Ей было очень важно, Наташе, передать правильно эти диалоги, чтобы этот смысл остался. Наверное, вот в первую очередь сложности перевода, а озвучивание — это лишь эмоции. И к нам подключился
профессиональный актер Михаил Резунец, который просто виртуозно это делает. И я не знаю, заметили зрители или нет, но в этом фильме он озвучивает как минимум 2 или 3 голоса, коллеги подскажут. Он менял голос, мы поражались, как он искусно и виртуозно это все делает. И для нас мы бы так не смогли. Но Ну, и, он во-первых, это сделал, и причем достаточно успешно. Да, мы благодарим в самом деле всех, кто вовлечен в эту работу, потому что она кропотливая, она сложная, она требует отдачи всего себя. И мы когда работаем там, в самом деле у нас на столах куча словарей для того, чтобы выверить, насколько то или иное слово передает смысл. В самом деле у нас книги с пословицами на гагаузском языке, потому что если на русском языке оно звучит, та пословица или афоризм по одному принципу, на гагаузском это совсем уже в другой интерпретации. Поэтому тоже важно и хочется, чтобы это было очень, так скажем, хорошо и качественно выполненная работа. И при этом мы уже договорились с коллегами, что мы готовы к критике, которую в обязательном порядке, я думаю, что услышим. Но опять же, мы готовы ее воспринимать правильно, если она будет высказана правильно. Это критика. Ну, без этого не бывает, мы к этому уже привыкли. И все же я вернусь, я чуть ранее задала вопрос Дмитрию, сложно ли было, потому что очень много дублей было, и это все нужно принимать и воспринимать на слух. Эта задача была твоя, выбрать самый удачный, самый эмоциональный, самый точную реплику. Это на самом деле очень сложная работа. Как работалось? Да, главное, что мы работали в команде, поэтому была всегда Галина Ивановна рядом, те, кто озвучивал, и мы все как бы принимали решение, что вот фраза готова, все, ее можно оставлять. И как бы мне в этом была большая помощь. Ну и, наверное, главное это терпение, наверное. Ну, мне кажется, что у меня его много, и поэтому работа шла хорошо, потому что в этом деле нельзя спешить, нельзя, допустим, ну, вспылить, сказать все, не буду, или, ну, то есть это невозможно представить. Фактор, да. это Поэтому нужно, конечно, вот мы, помню, первый фильм начинали, и мы очень так плотно взялись, и мы, наверное, часов 5 или 6 сидели сразу, вот только первый фильм, как раз с нами был эксперт, который помогал, и мы должны были вот сделать как можно больше работы, чтобы он нас мог исправить и сказать, где мы что делаем не так. И все прошло хорошо, то есть терпение и, опять же, труд, старание. И главное, что меня радует, что вот сейчас с переходом на HD формат, на ГРТ, мы сможем посмотреть нашу работу, вот эти фильмы документальные уже в хорошем разрешении, в хорошей картинке, с хорошим звуком. То есть все это мы сможем передать зрителю. Ну, это очень одна, важно. вот я дополню Дмитрия, это одна из составляющих проекта, который реализуется агентством по международному развитию USAID. То есть это хорошее изображение, это и контент разнообразный. Ну и для этого еще мы, конечно, должны еще больше вовлекаться, чтобы и в дальнейшем мы могли реализовывать подобного рода проекты. Дмитрий сейчас чуть-чуть проговорился, сказал, когда мы делали первый фильм, а я уже подумала о том, что уже не один фильм сделан. Работа ведется, да. Работа ведется, есть график, утвержденный нашими партнерами, поэтому мы, согласно графику, должны работать. Да, мы должны быть готовы к показу наперед, конечно, это не секрет телевидения, но работа идет, и еще много впереди есть фильмов. Но мы будем постепенно показывать, и очень опять надеюсь, что все понравится, и хотелось бы, да, вот видеть их в интернете, чтобы люди смогли написать свой комментарий, свой отзыв. И мы причем открываем друг в друге новые грани. Вот я сказала, Михаил Резунец, профессиональный актер и талантливейший человек, но мы открыли талант в нашем коллеге, это Павел Арнаут, который, как правило, сидит за пультом, и его крайне редко слышно в нашем эфире, но тут он очень активный, и вот проявился такой талант, и он тоже озвучивает несколько разных голосов и делает это очень хорошо. Причем настолько попадаем тоже, он озвучил тут в этом фильме героя, настолько точно он смог тоже передать и характер, и настроение, и эмоции своих героев. И теперь его надо в эфир.
Да. Новые таланты ГРТ Да. Я еще открываются. хочу добавить, что эти фильмы тоже бы не вышли, если бы не наши монтажеры, которые тоже Да. работают над этим. Этот фильм смонтировал наш коллега Артем Топал, а другие фильмы монтирует Григорий Тодоров. Поэтому они тоже, их тоже тренер обучал, поэтому они тоже очень хорошо справились с задачей, потому что без них тоже фильм никак не может выйти на экран. Галина Ну, Ивановна, Но Может есть- быть, ага. да, пусть Да. Дмитрий скажет. Один момент, да, может быть, монтажеры, конечно, будут в передаче в следующих. Да. вот я Раз- сейчас хотела расскажет. сказать об этом, что после каждого просмотра каждого фильма или перед фильмом мы уже посмотрим, как у нас сложится с эфиром, как мы его построим, но будут обязательно обсуждения, будут или представления фильма, если это будет перед показом, или будет обсуждение, если это будет после показа. Я надеюсь, что тот же эксперт, о котором рассказал только что Дмитрий, будет иметь возможность присутствовать и рассказать, как ему работалось с нашим вот таким Да, вот ну, коллективом. представление каждого документального фильма обязательно будет, и наши телезрители заметили, что мы ведем эту программу Да. на русском языке, потому что сам фильм озвучен на гагаузском, титрирован на государственном, и мы специально приняли решение у себя в редакции для того, чтобы сегодняшнюю передачу сделать на русском, чтобы те люди, которые не понимают гагаузского языка, чтобы и они, просмотрев, поняли, что происходило в этом сюжете, в этом фильме, и это тоже для нас очень важно. И после каждого фильма или перед каждым фильмом, как я уже повторилась, будут такие программы, в Ну, мы которых... уже традицию не будем нарушать, Да. будем после просмотра фильма, чтобы сохранять в самом деле интригу. И интригу, и чтобы телезрители на самом деле знали, какая большая команда работала над этим проектом. Вы сказали о том, что продолжение проекта будет, в том числе и качество нашего эфира тоже является одной составной частью данного проекта. Наши сотрудники подсказывают мне, что время эфира подходит к своему завершению. Галина Ивановна, ваши ожидания от этого проекта? Ну, наши ожидания, что мы в самом деле благодаря этому проекту вовлечем еще больше зрителей для нашего канала, и даже если будет размещено на нашем сайте grt.md, будет больше просмотров на нашем канале. Для нас это самое важное. Ну, я бы еще хотела поблагодарить, конечно, весь коллектив, потому что, может, каждый хоть чем-то, но помогал, подбадривал, подсказывал, а давайте так лучше, а давайте. И в самом деле это работа не одного человека, это работа всей компании ГРТ. Антонина Ивановна, ваши такие общие впечатления? Впечатления просто уникально замечательные, потому что это, давно хотелось чего-то такого, нашего собственного, гагаузского, и в общем, я хочу сказать, что я очень благодарна всему коллективу ГРТ, что они создали такую программу, и так творчески и креативно здесь все сообща, коллегиально трудятся. Это командный дух очень чувствуется, и это очень, очень здорово. И я хочу сказать, что когда мы в каких-то своих проектах пишем, изготовить передачу по этой теме, это одно, знаете, одну передачу изготовить, это, конечно, хорошо. Но когда телевидение, когда команда, она занимается профессионально своим делом, это, конечно, очень высококачественный продукт, и я вам желаю успехов в дальнейшем. Спасибо большое. Майя Григорьевна. Я скажу то, что говорил и наш эксперт, потому что телевидение – это очень дорогое удовольствие. Оно не может существовать без документальных и художественных фильмов. Он говорил о том, что несмотря какой бюджет компании будет у вас на следующий год, вы должны обязательно 10% заложить на покупку новой продукции. Несмотря это будут документальные, художественные фильмы, или либо другая, или мультипликационные фильмы. Без этого телевидение не может существовать. Если я хочу добавить, если говорить о моих ожиданиях, я все-таки ожидаю, что благодаря этому проекту на ГРТ в самом деле появится свой департамент дубляжа. Мечта всего коллектива, Дмитрий, ваш. Да, ожидаю заинтересованности со стороны зрителей, так как мы все равно делаем это все для людей, чтобы им было
комфортно смотреть, слушать на своем родном языке. Ну а для себя лично и для коллег, наверное, это опыт, опять же. То есть ожидаю, что знаний прибавится, и таких проектов мы сможем делать больше и больше. И при этом каждый раз надеюсь на более качественном уровне. Я благодарю вас, и Валентине я все-таки задам вопрос не про ожидания от данного проекта, от работы коллектива. Мне на самом деле очень впечатлила ваша озвучка, Валентина. Я вот, прям очень... Вы для меня открыли совершенно с другой стороны. Вот я бы хотела чтобы вы рассказали о ваших ожиданиях не о коллективной работе, а о изменениях каких-то в обществе. Как вы думаете, повлияет ли этот фильм затронет ли он души наших женщин, нашего общества, и поменяется ли что-нибудь? Я думаю, что обязательно затронет струнки души, и не только женщин, но и мужчин, пусть они задумаются, потому что мужчинам от природы дано быть сильными, но, к сожалению, не каждый мужчина пользуется этой силой, а женщину сильной делают обстоятельства. Я более чем уверена, будь у моей героини сильный мужчина, который готов взять всю ответственность в свои руки, она была бы слабой. Она просто вела бы быт, она занималась бы детьми. Но вот такой у нее муж. Она обязана быть сильной, она приняла это решение, она справилась со своей задачей. С вашего позволения, Алена, переключусь на гагаузский язык. Sonuçta da Gagavuz dilinde seslendirdim bu filmi, bu geriyomu. İsterim ki her bir karı anlasın kendi gücünü, hem her bir karı bu gücünü bitkiye dek sonuna kadar kullansın ki kendi kendisini kısmetli duysun, hem dolayında bulunan insanları kısmetli yapsın. Bu bizim baş davamız, hem de her bir karıya dini en önemli yaşamasında olma ana, hem uşaklarına verme hepsini ne onlara lazım. Bu bizim davamız. Сау Валентина, уважаемые телезрители, я еще раз напоминаю, что на канале ГРТ стартовал уникальный проект по переводу, озвучке, по дубляжу документальных фильмов. Я убеждена, что эти фильмы поменяют наше общество в лучшую сторону, и призываю всех вас оставаться на канале ГРТ. Все те, кто не успели просмотреть сегодня этот фильм будет повторяться на канале ГРТ и будет размещен еще и на сайте. Поэтому добро пожаловать. Я надеюсь, что все эти фильмы мы вместе с вами будем просматривать не один раз, потому что на самом деле очень глубокий смысл у каждого из них. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами, и наших гостей, конечно же, благодарю за то, что нашли время, и мы обсудили этот фильм. Напоминаю, что в гостях у нас побывала Галина Моресева, главный редактор общественного канала Гагаузия радио телевизионного, журналисты Валентина Чубан и Майя Садович, которые провели очень большую работу работая над этим проектом, Дмитрий Константинов, который сидел за пультом звука и это все сводил. И, конечно же, уникальность нашей сегодняшней еще программы в том, что у нас есть такой вот замечательный эксперт, который также высказал свою точку зрения с точки зрения гагаузского общества. Уважаемые телезрители, я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на канале ГРТ.